Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы вам покажем, вот как можно собственными руками выполнить вот такую красоту. Это часы, те самые часы, которые можно будет повесить у себя на стене своего дома, и они будут радовать не только глаз, но и приносить еще и такую полезность, да. И действительно, смотришь, вроде бы кажется, что это уже готовый продукт. На самом деле нет, это все сделано из эпоксидной смолы и с добавлением таких вот красивых элементов. Кто это делает, как это делает, узнаем сегодня, потому что рядом со мной находится художник-смоленист. Это Анечка, да, Аню уже знают, наверное, многие наши телезрители, потому что она часто, да, участвует в процессах наших съемок. И сегодня мы вновь будем работать с той самой любимой эпоксидной смолой. Да. Анечка, здравствуй. Здравствуйте. Рассказывай, что нам нужно будет для изготовления. Сегодня мы будем делать часы из эпоксидной смолы. Так, покажу. Да, вот примерно так, да? Да. Выглядят они вот примерно так. Это заготовка. Сюда еще будет устанавливаться стрелка. Это работы наших клиентов, гостей с мастер-классов. Вот смотрите, люди без какого-либо опыта с первого раза могут сделать вот такие вот прекрасные часы, классные, себе в интерьер. Так, сначала нам нужно выбрать, что мы с вами будем делать, какие часы. У нас есть картинки, референсы, и мы с вами выберем, чтобы определиться по цветовой гамме, по стилю, и чтобы не терять потом время. Ну, будет у нас сегодня синее небо. Хорошо. Такой небесный цвет какой-то, да? Даже. И обязательно камни. Камни тоже есть. Это натуральная стеклянная крошка. Мы ее будем добавлять уже в конце. Ну, а также нам понадобится эпоксидная смола, отвердитель, стаканчики и красители для смолы. Вот у нас их так много. Мы их можем все использовать. Основные плюсы работы с эпоксидной смолой – это тот самый, знаете, процесс, когда нельзя ничего испортить, да? Да, это на самом деле такое случайное искусство. Мы можем просто хаотично заливать какие-то области нашего борда, и у нас получится прекрасный абстрактный рисунок, очень стильный, глянцевый, с добавлением различных Да, вот обратите добавок. внимание, все эти разводы, они в произвольной форме заливаются, да, и различные цвета. Вот видите, здесь под мрамор, да. Очень интересная работа, и многие наши телезрители уже знают о ней, потому что это не первый выпуск, где мы работаем с эпоксидной смолой, и отзывов достаточно много, потому что действительно это интересная работа, и не нужно никакого художественного образования. Да, все может получиться с первого раза, даже у новичка. Итак, начнем заливку наших часов. Это у нас основа, это арт-борд. Он загрунтован специальным эпоксидным грунтом, что позволяет смоле скользить по нему. Я уже заклеила бортики скотчем, чтобы у нас излишки смолы не вытекали. Бумажный скотч, да, вот обратите внимание. И также уже обезжирила этот борт. Сейчас мы с вами поставим его ровно. Нам нужно померить уровень, чтобы у нас ничего не съехало, чтобы у нас рисунок остался таким же, как мы его и планировали. Так, ну а пока Аня выставляет у нас уровень, да, и работает непосредственно, как это называется? Уровень. Уровень. Так и называется уровень. Да. Я бы хотела напомнить о том, что работа с эпоксидной смолой – это достаточно опасный момент, да? Ну, не смертельно, конечно, но лучше не пренебрегать техникой безопасности. Сейчас мы уже начнем работу, мы уже все подготовили. Значит, мы обязательно работаем в перчатках во избежание аллергических реакций, также в маске. Обязательно защищаем лицо, чтобы не вдыхать вредные пары смолы. Смола, когда у нас с отвердителем смешивается, как мы помним, она выделяет вредный газ. Ничего такого ужасного случиться с нами не сможет, кроме аллергии. Лучше, чтобы этого не было, поэтому мы обязательно защищаемся. Сейчас я уже надену тоже, и мы начнем работать.
Итак, для часов с таким диаметром какое количество смолы и затвердителя нам потребуется? Значит, у нас на такую форму уйдет 150 грамм смолы вместе с отвердителем. Смола у нас используется в пропорциях 2 части смолы и 1 часть отвердителя, поэтому у нас будет 100 и 50. Да. 100 грамм смолы, 50 грамм затвердителя. Все правильно. Взбалтываем перед тем, как залить. И я залью, а вы уже перемешаете. Хорошо. Вообще, насколько дорогое это удовольствие, если говорить о цене, да? Ну вот примерно на подобные часы, если сколько затрачено будет? Именно Ну, вот, допустим, смолы, краски, себестоимость. ну да, примерно, плюс-минус. Ну, тяжело сказать, потому что можно и на несколько тысяч сделать смолы, а можно, в принципе, и в 1000 рублей уложиться. Но нужно сначала научиться это делать правильно. Для этого и существует мастер-класс. У нас многие гости приходят на мастер-класс и потом уже дома начинают делать свои какие-то заливки. Да, кстати говоря, еще одно из таких важных моментов: волосы нужно собрать, да? Да, волосы чтобы не попало обязательно ничего. собираем. У нас вот волосы уже собраны, мы подготовились. Если у нас попадет волос в картину, его будет тяжело достать, так как у нас рисунок потянется вместе с волосом. Мы можем испортить. А если мы не увидим, что у нас туда волос упал, у нас просто волос останется навсегда в этой картине, и мы его не сможем вытащить. На долгую память. Да, То есть будет красивейшая картина, и в ней будут твои волосы. все правильно. Так. Так, теперь будем перемешивать. Перемешивать будем 5 минут. Перемешиваем тщательно. Если мы плохо перемешаем смолу с отвердителем, у нас получится изделие с браком. У нас либо частично не высохнет, либо вообще останется липким на долгие-долгие годы. Поэтому не пренебрегаем, мешаем. Рука устает, но что поделать. Такая у меня участь сегодня. Так, тем Так. временем... Также из противопоказаний в работе со смолой у нас это беременность и период кормления. Также не рекомендуется данный мастер-класс детям. Детям можно посетить мастер-класс по заливке каких-то мелких деталей, например, украшений, брелков, колечек, чего-то такого маленького, где смолы совсем чуть-чуть. Если дети у нас младше 10 лет, то обязательно с присутствием родителей. Это не шуточки, да? Кажется, вот вроде бы прозрачная жидкость, Ну что да. с ней? А если вот там очень много пузырьков образуется, ничего страшного? А пузырьки у нас сейчас, как мы перемешаем, осядут спустя какое-то время, а окончательно мы их уберем газовой горелкой. Вот такой вот. Уже в конце. Красить мы будем специальными красителями для смолы. Это у нас Craftsman красители. Покрасить смолу гуашью, акварелью или чем-то другим не получится. У нас просто, если мы добавим туда эту краску, у нас она также прозрачная и останется. Также мы можем использовать в работе различные добавки. Например, у нас в референсе есть всплывающий серебряный порошок. Да, он там посередине такими узорами лежит. Мы будем использовать всплывающий порошок и будем использовать блестки. О, красота! Все будет блестеть, сверкать. Да. И также мы будем использовать стеклянную крошку. Это настоящее стекло, так что будем работать аккуратно, чтобы не порезаться. Прошло 5 минут, и, как говорит Аня, этого достаточно. Я думаю, я хорошо справилась с делом, размешала Я думаю, тоже. смолу за затвердителем.
А далее какой процесс? Далее мы будем делить вот эту нашу всю смолу по стаканчикам. Есть такое правило нескольких стаканчиков. Ну, это уже в наших кругах придумано. Сколько цветов, столько у нас стаканчиков. Тем самым, что мы разольем по нескольким стаканчикам, мы будем еще раз перемешивать, мы дополнительно перемешаем и убедимся в том, что у нас уже все хорошо перемешано. Хорошо. Правило нескольких стаканчиков. Значит, Да, значит, у нас цвета белый. Ну, судя по... Как вы называли это? Референс. Да, ну, судя по фотке, у нас здесь темно-синий, да, какой-то? Да, темно-синий. Какой-то молочный, да, еще есть? Или что? Это белый, так кажется просто. Белый. Голубой. Голубой. Серебряный. Серебряный. Ага. Ну вот, примерно 4. Так, ставлю сюда. И нужно выбрать, какой у нас будет основной из этих цветов. Там примерно одинаково синего и белого. Да. Можно сделать, чтобы какой-то цвет более преобладал. Например, синий или белый. Да. Наверное, синий, да? Мы же хотели все-таки такое звездное небо, да? Тогда сделаем синий. Палочку достаем, обтираем об стаканчик. Тут уже никакой арифметики нету, тут уже делается на глаз. Значит, наливаем по стаканчикам. Синего у нас будет больше всего, белого чуть меньше, серебряного совсем чуть-чуть, примерно вот так будет. И голубого, ну, сколько там уже останется. Так. Наливайте. Еще можно. Так, это у нас белый. Белого поменьше должно быть. Еще чуть-чуть. Серебряного. Серебряного совсем чуть-чуть. Вот так, ага. И голубого. Много, так, стоп. Тогда в синий. Синий. Чуть-чуть в белый. Да. Все, отлично. Все, отлично. Так, начинаем красить. Сначала нам краситель нужно взболтать, чтобы у нас не было осадка, чтобы он у нас тщательно перемешался. Этот синий у нас, он такой немножко полупрозрачный будет. Его добавляем 10 капель. 10? Да, в этот стаканчик. Не бойтесь, смело капайте. Раз. 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь белый, 6 капель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Примерно, да? Да. И что добавим, да? Серебряный у нас порошок. Мы его палочкой туда накладываем. Вот этой? Да. Ну, примерно как бы чуть-чуть так. Вот так? Не, побольше. Вот так? Да, да, да. И можно еще чуть-чуть. Еще? Да, А можно мокрый? можно. Да. Так, и голубой. Так, по 4 капли. По 4 капли. И теперь перемешиваем. Тут уже не по времени, а по однородности. Начинаем с белого. Белый перемешиваем тщательно, чтобы у нас, я помогу, да? Чтобы не было полосок красителя. Серебряный, он так тяжело перемешивается, кажется, как будто он не перемешался. Я заметила. Да. Вот я поэтому пытаюсь разглядеть, мне кажется, что отсвечивает, и как будто бы он поверх остался серебряный. Ну, это всплывающее серебро, и поэтому оно так мешается, кажется, что будто не перемешалось. Ну, главное, чтобы вот тут снизу не было чистой смолы. Такое часто бывает. Готово. Так, теперь давайте голубой, а я синий помешаю. Посмотрите, какое волшебство происходит у нас в стаканчиках. Ярко-синий перемешивается с белым. И сейчас будет еще. Получится голубенький.
цвета можно колеровать, можно еще, ну там плохо размешано, но можно еще белого добавить, чтобы еще посветлее был. Капнуть. Я говорю, в этом процессе необратимых моментов практически нет. Сиди, Да. добавляй, и все. Весь результат видишь сразу буквально, да? Мгм. Цвета можно мешать вообще разные между собой. Все эти красители можно смешивать и получать новые цвета. То есть, если какого-то цвета не хватает, а он очень понадобился, можно с минимальными, да, знаниями колористики намешать или с помощью интернета, да, в интернете да. загуглить и намешать. Здесь не должно быть никаких разводов, да? Да, должно быть прям ровно-ровно. Вот синий такой, можно его сделать потемнее. Угу. Тогда капельку черного туда капнем. Ну как там? У меня голубой. Еще белого надо или достаточно? Ну как хотите. Еще светлее. А там, судя по картинке, у нас так где голубой? Ну он в переходе такой. Ну, можно еще чуть-чуть. Итак, самый такой интересный момент — это смешивание красок, да, вот этих цветов, разнообразие у нас здесь. 4 основных цвета: голубой, белый, серебро и темно-синий. Ну и сейчас начнется самый интересный момент нашего мастер-класса сегодня — это та самая заливка. И вот здесь, дорогие друзья, вы станете свидетелем того самого волшебного, знаешь, такого момента, да. Так, ну начнем с того цвета. Так, все станем, да? Давайте. Начнем с цвета, который у нас больше всего, который у нас основной. Основной у нас темно-синий. Тут уже алгоритма нету, мы уже как бы просто смотрим, куда нам какой Ну цвет да, но оно хочется как-то добавить. больше Да, по мы краям. будем по картинке все равно немножко ориентироваться, но сразу скажу, повторить один в один невозможно. Нам референс нужен именно для того, чтобы мы подобрали цвета и направление рисунка. Да, у нас тут синий вот тут, по краям и в середине. Да. И мы можем сразу... Так. Какой ужас. И ты думаешь, как из этого может получиться вот это? Сейчас все будет так. И потом мы уже растягиваем этот наш цвет. И он уже не такой темный становится, да, как... Да. Держите. Так. Растягиваю? Да. Что может пойти не так здесь? Здесь, в принципе, ничего не может случиться такого ужасного. Главное, чтобы у нас на одном месте не было очень много смолы. Нам нужно распределить ее максимально. Нам надо ее как-то на бортике увести. Да. И главное не загибать скотч вовнутрь. Вот уже синий, не такой темный, уже такой глубокий, хороший цвет. Ну, примерно что-то. Да, такое. ну для начала пойдет, потому что все равно все будет меняться, да? Все поменяется кардинально. Это как с живописью всегда. На начальном этапе кажется, что получается что-то такое не очень, но потом уже в процессе становится классно. Давайте теперь добавим голубой. Давайте. Уже вы добавите сами. Куда? Ну, можно вот здесь сделать, например. Полоску? Да. Поверх темно-синего или нет? На стык получается. На стык? Это так, да? Можно побольше лить. Да. Не Боюсь бойтесь, испортить. не бойтесь. Дальше? Пока еще портить нечего. Сюда. Ну, можно тут. Вуаля. Теперь можем тоже растянуть цвет.
нам в первую очередь нужно полностью весь наш борт залить смолой. Потом мы уже можем делать какой-то рисунок. Пока кажется, что что-то не очень-то и красивое, но вот вы увидите, что через буквально там минут 5-10 будет красотища. Что у нас там белый? Белый. Да, белый вот так, сюда можно. Побольше. Угу. Сюда тоже можно. Стоп. Угу. Все. Теперь мы можем уже феном задать какой-то рисунок. Мы можем разную заливку делать, более графичную или более такую, как сказать, Смазанную. плавную. Ага. Да. Мы для этого будем использовать фен. Вот, значит, я сейчас покажу, а потом вы продолжите. Хорошо. Обязательно феном пользуемся горячим. Горячий воздух убирает дополнительно пузырьки и раздувает смолу. Значит, подносим и как будто бы толкаем. От себя, да? Ну, как хотите, куда чтобы рисунок пошел. И вот эти те самые такие Разводы. разводы, аккуратные переходы, да? Да. Вот, Да. Как-то так вы делали? да, и как будто бы гладим так. Вот. Вот. А тут как? Тут я могу перевернуть. Вот видите, какой же интересный эффект Да. получается. Я вот не хочу его испортить. Вот тут тоже красиво так. Да. Да, можно вот тут еще чуть-чуть. Вот. Да, похоже на небо. Да. Так, Вытягиваем или нет еще? ну пока хватит. А мне уже нравится. Уже, мне кажется, готовый продукт. Ну, это еще совсем не готово. Это у нас как бы в живописи называлось подмалевок. Да? Да, теперь уже будем добавлять остальные цвета. Что у нас осталось? Темно-синий. Добавим сейчас серебро, вот это всплывающее. Его мы можем тоненькими линиями выливать, как бы такими линиями. Как прожилки, да, типа? Ну, да, выливается линиями, но потом феном раздувается и становятся, да, вот такие вот прожилки. Угу. Так, значит, я сейчас покажу одну линию, а дальше вы уже сами добавите. Так, и другие места тоже добавляем. Можно где-то не до конца линию сделать. Ой. Линию. Да, линия, ключевая фраза линия. Ой, точки тут. Ничего, пусть останется, лучше идти дальше. Ага. Так. Ну, вообще красиво уже. Я надеюсь, ничего не испортится. Нет, можно сюда чуть-чуть. Так. Ой, линия. А она заканчивается, поэтому. Нет, пережали этот носик. А, Все, стоп. Мгм. Значит, у нас всплывающее серебро отлично взаимодействует с феном. Именно мы как раз сейчас выдуем вот эту вот пленочку, которая у нас на поверхности лежит. Вот как на тех примерах мгм. сверху пленочка такая есть, это вот у нас с помощью фена делается. Значит, тут тоже проталкиваем феном. Мгм. Сначала оно кажется такими, как разводами, да? Потом у нас часть утонет и останутся вот такие вот узоры на поверхности. Поэтому и называется всплывающее Да. серебро, да? Вот видите? Ага. Давайте остальные сами. Это надо добавить? Ну, можно, ага. Вот так хватит. Ага. Это можно вот так. Ага. Поближе к смоле. Вот так. Вот так. Оп. А, Ага. Вот.
Ой, вообще красота. Да. Еще добавляем серебра. Можем еще добавить, как вам хочется. Тут уже от вашей Но у нас фантазии. просто она осталась, добру пропадать. Добавим. Вообще 150 грамм это у нас как бы немножко с запасом. Бывает такое, что мы, например, потом в процессе смотрим и хотим еще какой-то цвет добавить. И мы оставляем прозрачную в стаканчике. Но у нас тут как бы такая работа абстрактная прям максимально, поэтому мы сразу цвета намешали в нужных оттенках и могли бы их колеровать еще дополнительно. Так, И черный остался у нас еще. темно-синий. Ой, темно-синий. Ну, его можно, в принципе, краю? не делать, мне кажется. Или хотите потемнее где-то сделать. На картинке было потемнее. Дайте вот сюда Вот так можно чуть-чуть. немножко заглушить вот этот голубой, да? Ну, давайте. Угу. Вот так. Ну, можно так, сюда так. Вот. Все. Ну вот, как будто бы опять испортила все. Кажется, вот темно-синего добавила, и кажется, что все, весь труд даром. Коту под хвост. Да. Аккуратно, чтобы за края не уплыло. Ой. О, что-то пошло не так. Сейчас она туда уедет еще. Ой, за края выходит немножко. Чуть-чуть поменьше сделаем. Мощность. Точно, можно же скорость регулировать, а то я тут... Сейчас там еще расплывется в том моменте. А, вот тут еще. Так, сейчас там Сразу в голове хочется придумать какое-то название данному произведению искусства, а я не побоюсь сказать, что это действительно выглядит как произведение искусства, тем более из рук того человека, кто не имеет никакого отношения к искусству. И, конечно, для меня это просто шедевр. Так. Так, дальше мы можем еще добавить блестки. И будем добавлять еще стекло и устанавливать циферблат. Блестки добавляем? Да, конечно, надо, чтобы все блестело. Ой, это не блестки. И блестки, и камни, все до кучи надо. Значит, можно сейчас снять перчатки, Ой, вот это вообще. но ненадолго. О, руки все запотели даже там. И блестками как будто бы посолить в каких-то местах. Чуть-чуть. Главное не делать кучку в одном месте. Прям так набираем. Какая красота, посмотрите, товарищи. Вот. Главное посолить, чуть-чуть подсолить. В каких-то местах, да. Вот. Красота. Да, все заблестело. Да. Нормально. Главное, не в одну кучку, сказала Аня, а Даша, собственно говоря, взяла и сделала все наоборот. У нее получилось все в одну кучку. Ничего. Все поправимо. Так, Вот. тут тоже чуть-чуть разделим. Достаточно, мне кажется? Ну, думаю, да, уже сияет так, что, наверное, с космоса видно. Так, и будем устанавливать циферблат. Красота. Вот он наш циферблат. Угу. Мы его сейчас положим Из чего? прямо на смолу. Ну, вообще это деревянный циферблат, но я его покрасила. Его можно, то есть, тоже делать разным цветом. Можно серебро, золото обычно по классике, а бывают какие-то нестандартные работы, где там хочется, например, чтобы ярко-розовый фуксия был, как вот у вас футболка, да, циферблат, такой тоже можем сделать. То, что деревянный, это позволяет нам делать его абсолютно любого цвета. Так, и будем класть. Ну, 12 ночи должно быть там, где темно, наверное. Значит, вот тут. И прям туда кладете? Прям туда буду класть, да. И потом уже будем украшать крошкой.
Перчатки я же сняла, ладно. Оп. И сейчас померяем. Ой, я там что-то... Нет, нормально все. Ага. Ай да красота, лепота. Сейчас померяем, чтобы у нас ровненько было. От краев, да? Мгм. Так, ровно. Так. Ну, плюс-минус. Ну да, это Никто же, не заметит. это же ручная работа, мы же не станок. Да, здесь автоматом вот это те самые золотые слова. Так было задумано. Да. Да. Так, В работе с эпоксидной смолой вот эта фраза, она просто душу греет. Так было задумано. все правильно. Ну, а теперь уже приступаем к ювелирному, украшению к ювелирному. стеклянной крошкой. А с ней что делать? Просто достаешь? Да, можете для удобства высыпать себе на стол. И куда мы его кладем? Вот там по краям прям выложено. Мы также по краям будем выкладывать. А каким цветом, без разницы? А без разницы, она вот голубая как раз хорошо подходит. Голубую, прозрачную будем добавлять. Только большие куски не кладем. Их нужно раздробить. Это мы сейчас будем долго делать, сразу говорю. Со стеклом я еще никогда в руках вот так столько стекла разбитого, битого Аккуратно. не держала. Главное не порезаться. Вау, какие классные получились. Да. И вот оно прям должно лежать вот по всему этому периметру, да? Да. Как будто будет блестеть, как будто алмазы. Хотя обычное стекло. Я даже боюсь его отколоть. Перчатки, да? Да нет уже. С перчатками, мне кажется, еще что-нибудь произойдет. Ну ничего. А еще в работе вот со смолой, вот помимо стекла, да? Ага. Стразы, наверное, какие-то, да, можно? Можно вообще все что угодно. Бусины, стразы, сухостои, все что угодно. Также бывают наклейки, которые поверх клеятся, контурные. Тоже можно делать. А это густо их надо, да, вот насаживать? Ну да, У меня что-то далековато, да, все? можно подвинуть палочку. Ну вот и не скажешь, что делал новичок, как будто уже делал прям такой Да. профессионал. Особенно для тех, кто, да, никогда не имел отношения к творчеству. Это прям спасательный круг, так сказать. Сразу думаешь, а я же ведь тоже могу. Да. Все, теперь можете показывать. Да, и всем. говорить, что я приобщилась все-таки к искусству. Главное, чтобы у нас стекло лежало в смоле, а не друг на друге. Такое бывает просто. Потом оно отвалится. Просто. Потом оно, да, просто отвалится. Ну, мы можем потом просто опять же сказать, так задумано, и все, и никто об этом и не узнает, что там, где дырочка. Ну, тоже верно. Так. Можем сделать не полностью, если хотите. Только по краям, например. Ну, вот тут, по бокам. Мне кажется, что вот этот процесс даже детям был бы, да? Бросай, 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 бросай. Ну, главное не порезаться. А Ага. так, да. Бывает, с маленькими детьми приходят, сначала ребенок сидит в сторонке скромненько, а когда доходит дело до блесток, Мгм. стеклышек, сразу помогает тоже украшать. Особенно девочки, наверное, да? Да. Тут же вскакивают. Я достану потом. Да. Ага. Оно не уст- Вон я тоже. уронила. Ну вот, смотрите, как блестит. Да, И не скажешь, что это стекло. действительно, вот прям
И фактура такая получается, да, объемная, такая 3D-шная, можно Да. сказать. Прям находка. Мне кажется, это прям точно шедевр. Определенно. Да. Ой. Ой. То, чего делать нельзя, да, наверное, руками, да. Ну да, по идее, нежелательно. А то в картине помимо волос может быть еще и кровь потом. Вообще Такое, такая, да, тоже может быть. такая очень выстраданная картина получится. И они прям утопают, да? Мгм. Камушки утопают, и получается красота. Красота, да. Ну, как было сложно? Нет, вы знаете, это мой, сразу скажу, не первый опыт работы с эпоксидкой, да. Я каждый раз восхищаюсь тому, что действительно, по крайней мере, меня этот процесс увлекает. И время пролетает быстро, да, Мгм. и сразу видишь результаты. Вот я не из тех людей, кто любит, там, знаете, долго ждать, там еще что-то там, годами учиться и потом в конце концов нарисовать картину. Я вот прям хочу, чтобы все и сразу было. И вот для меня работа вот такого плана, она прям спасение, потому что я очень нетерпеливый человек, и сидеть, ждать, ходить месяцами на мастер-классы, еще что-то, нет, это не я. А тут вот пришел час буквально там, если даже не меньше, и все, у тебя картина маслом. Красотища. Да, так тоже можно. Тоже можно, я уже поняла, что так можно. Ну все, или нам надо прям, чтобы оно все было? Ну, вот тут вот доложим и все. Все. Красота. Красота. И что дальше, каков процесс? Сейчас мы оставляем сохнуть наши часы на 24 часа, после чего мы будем устанавливать уже стрелку. И можно будет уже забрать часы и повесить на стену. Все, ничем покрывать дополнительно не надо, обрабатывать края, вот просто скотч здесь снимем и все. Края я покрашу под цвет циферблата, когда сниму скотч. Скотч я сниму примерно через 40 минут. И уже потом, когда полностью высохнут часы, я покрашу края, и где нужно, если будет остренько, то отпилю. Чем отпилите? Ну, пилочкой, наждачкой. Да? Да. Вот так вот, да? Но даже если опять там будут какие-то погрешности, немножко шероховато, мне кажется, это даже очень красиво, потому что камни же это уже вот неровность, да, такая Ну некая. да. И поэтому даже никто и не заметит, что что-то не так с краями. Все верно. Просто говоришь, как Так Коронов. задумано. Так было задумано, да. Ну что, дорогие друзья, обратите внимание, вот такую красоту можно создать своими руками в течение буквально получаса-часа, да. В идеале это будет выглядеть вот так примерно, да. Вот такая работа. Но здесь поскромнее, так сказать, да. Ну да, тут захотели более минималистично. Это сказала Даша, которая сейчас сделала свои, поэтому для нее сейчас вот самый. А это так скромненько, ну, я бы даже сказала, не очень симпатично. Потому что не из моих рук, да, сделано. А вот здесь вот она красота, вот он шедевр. Спасибо большое, Анна, что вновь окунули нас в мир эпоксидной смолы. И мы не прощаемся, надеюсь, с вами. И еще что-нибудь, да, и потом сделаем. Обязательно. Напоминаю, что сегодня со мной была художница, Смолинист. смолинист. Запоминаем, дорогие друзья. И увидимся с вами. До новых встреч. До свидания.